Ассаламу алейкум, шалом алейхим. Витаю вас, друзья. Сегодня 15 июля 2027 года, 15 часов 7 минут по Берлину, 16 часов 7 минут по городу Джахару. С нами снова с нами снова Гарри Табах. Здравствуйте, Гарри, уважаемый. Спасибо, что согласились принять участие, Гарри. Сегодняшний свой стрим я назвал «Покушение на Трампа. Заговор или сумасшедший фанатик?». И лучше всего на эту тему нам сможет рассказать Гарри Табах. Гарри Табах. А, Уважаемый Гарри, сразу перехожу к нашим вопросам, своим вопросам. И хотел бы вас спросить, как вы считаете, кто может стоять за покушением на Дональда Трампа? Это одиночка, сумасшедший одиночка, или же это может быть какой-то заговор, в том числе из-за океана? Может быть, всякое может быть. На данный момент ребят сейчас но в основном то, что говорят, это был даже там призы по математике, то есть он такой э, не республиканцев, хотя он сам зарегистрировался в республиканскую партию. У нас такое бывает в тех районах, где это не вышься в оппозиционную партию или нет, твой голос не защитит. То есть частенько, вот, например, там в Бруклине, он все равно республиканцы, но они все равно демократами, чтобы праймерис, чтобы хотя бы выбрать не такого плохого демократа, как, как могут выбрать эти. Ну и по большому счету, конечно же, это когда я все время привожу евреев в Германию, и с утра до вечера тебе всех говорили, что чеченцы это черти, это террористы, террористическое. И в России, когда слышали чеченец, они шарахались, они возглавлял Российскую Думу, годами идет, что Трамп это исчадие, враг, что это плохо. И американскую демократию, все такое. И ну, если Гитлер его на парень на него, и, практически тоже повезло, он там на 2 минуты вышел раньше из этой пивнушки. А иначе надо спасать мир. Это мое впечатление, такое, что надо спасать мир. И он совершил, или думали, может быть, он один из агентов, который лезет на крышу. Не знаю, это должно быть расследование. Что и произошло, конечно. Он 4 пули,
все, видимо, командовал пожарный, был командир пожарной команды этого там района одного. Двоих ранил, привезет двоих людей, ранил один из них, а может быть и оба. Мгм. Получается, он сделал первый выстрел в Дональда Трампа, пуля прошла по касательной, есть фотография, где вот видно, ну как бы, вроде бы, что эта пуля пролетает. И потом он уже начал стрелять, получается, раз промахнулся, начал стрелять и стрелять, и убил еще человека и ранил. Я думаю, что это происходило очень быстро. Я думаю, а, там не было мняли. Потому что Но это, его, видимо, его сразу же ликвидировали, потому что ну, это три несколько. опасно. Да, секунды там, буквально секунды. Да-да. Ну, Поэтому фактически это смертник был, получается. Фактически смертник. Он знал, что его убьют. он знал, он понимал, что это так и будет. Ну да, вы Отлично. правы. Так, Гарри, вы куда-то пропали. Это сейчас ля-ля-ля-ля-ля-ля, что-то у нас произошло здесь. Э, Видно меня? Нет. Нет, пока не видно. Обычно такое бывает, если позвонит кто-то. Да, это мне вот позвонили, и такое произошло. Ну, надо тогда выйти, наверное, и снова зайти, Ну, Гарри. давайте, ага. А рядом так. Было уже. Так, друзья, я всех приветствую. Шараня, Ливан, Шамиль, Рома, Любомира. Всех я вас, друзья, приветствую. Кто нас смотрит в YouTube, кто нас смотрит в TikTok. Все, отлично. Бывает. Мгм. Гарри, вот вы мне присылали, я то вы, то ты, а, ты мне присылал, ну, в общую ты скидывал информацию по поводу покушений на президентов американских. И президент Авраам Линкольн в 1865 году, я озвучу эту информацию, чтобы она была, люди знали. Авраам Линкольн в 1865 году был убит, Джеймс Гарфилд в 1881 году был убит, в 1901 году Ильям МакКинли убит, в 1963 году убит Джон Кеннеди, раненые Теодор Рузвельт в 1912 году, в 1981 году получил ранение Рональд Рейган, тяжелое, кстати говоря, тогда он получил ранение, и в 2024 году Дональд Трамп. Гарри, почему у вас так много происходит несчастных случаев покушений, убийств президентов? Почему? Я думаю, что это не только у нас. Я думаю, потому что это всегда такой баланс тирании. То есть чем больше диктатуры, тем меньше свобод, тем меньше таких вещей происходит, потому что у людей нет оружия, люди не могут свободно передвигаться, допустим, там, да, в Северной Корее никаких покушений на людей нет. А, Это одно. Второе, конечно же, это культура, я думаю, имеет важно. То есть у нас нету такого что-то, которое держит людей в дисциплине. Вседозволенность, ненаказуемость, такие вещи. Поэтому, конечно же, это, я думаю, тоже играет эту роль. Но опять же, мы берем, это не так много. Если, в принципе, так думать, Да, за то 2 это не века. сейчас. Да, это за 2 века. Ну, 4 президентов
статистика, что из инцидентов убиты и ранены, то есть на которых было совершено покушение, из 7 президентов только один демократ Джон Кеннеди, хотя сегодня он бы был республиканцем. То есть мы видим, что левые силы, они намного более агрессивные, они намного более призывают к насилию. И когда мы видим там демонстрации, то правые силы, консервативные силы, там нету никакого сжигания американского флага, наоборот, они себя одевают в американскую символику, нету никаких. Мы видим вот эти борются за справедливость. Вот там, конечно, и мордобой, и грабежи, и сжигания, и криминальная большая активность. Мгм. А как вы думаете, Гарри, изменится станет ли Трамп президентом или произойдет какие-нибудь такие глобальные, Ну, изменения в политической ну, системе США? это сложно сказать, потому что в Америке мы считаем, что он выиграл выборы, что они были у него украдены, то, что он победил. Но Мгм. социально прибегут даже к такому, чтобы убить своего оппонента, уничтожить его, арестовать, посадить. Ну, потому что они за справедливость. И это единственное, как они могут достичь справедливости, это насилием. Вот в их большевистских башках это так работает. Поэтому я уверен, что и в этот раз он править и мир. Вот здесь вопрос. Сможем ли мы все свои права и сохранить Соединенные Штаты Америки? Мы это потеряем навсегда. Вот сейчас такой момент, как говорится, э, подошел. Момент истины. Мгм. И как, общественное мнение на это может повлиять, если, например, ну, возможно ли, что демократы будут теперь поддерживать, ну, избиратели демократические будут поддерживать Трампа, и в этом смысле рейтинг, мне кажется, вырос у Трампа, Я потому что он был реально героем. давным-давно рассмотрели люди, которые за Трампа, наверное, такие, как я, и что бы там ни было, что бы вы уже про Трампа не скажете, мы просто не поверим. Если вы даже с детей убивал или грабил, это мы не 7 лет вранья, 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 Трамп сказал, Трамп, 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 что уже больше просто никто из нас не поверит или займет это очень долго, чтобы нам доказать, что это этот раз это не вранье. Вот в этот раз он правда там на ИГИЛ или на братьев-мусульман или на коммунистическую партию или еще на что. Также есть категория людей, которым не важно, что он сделает. Они никогда за него голосовать не будут. Они будут голосовать за черта лысого, за Сталина, за Гитлера, но только не за него. Без объяснения причин такая религиозная, фанатичная ненависть к человеку, такой навет на него навели, опять же, это годами. Навет, как навет на чеченский народ, на еврейский народ, там есть, наводят. И вот на его окружение, на его окружение. Поэтому есть небольшая, я думаю, очень маленькое количество людей, которые. Поэтому вот эти люди, даже если он там будет ходить по воде, они скажут, что он не умеет плавать. Если он изобретет какое-то лекарство от рака, они скажут, нет, не берите, оно не работает, это отрава, не смотрите вверх. Если Трамп, то это не говорит. Да мы видели это с ковидом. Э, Думаю, что есть очень маленький процент людей, которые не его мнения, но после то, что случилось, я думаю, многие из них, наверное, решат все
быть за Трампа. Тоже имеет такой эффект. А, Многие, допустим, люди религиозные, верующие, они считают, что здесь было, что мы называем вмешательство Всевышнего, divine intervention. То есть Бог своей рукой повернул его голову за секунды, из-за того, что в висок проскочил им. Да. Это вмешательство Всевышнего. То есть люди говорят, слушайте, ну Бог на его стороне, поэтому, наверное, потому что все, что ему не делают, любые все способы, которые они пытались использовать, чтобы от него избавиться, от клеветы, навета, пытаться разорить, пытаться посадить в тюрьму, пытаться все, что они не пробуют, наоборот, все поворачивается, работает в его пользу. И даже сейчас покушение на его жизнь сработало в его пользу. Да, совершенно верно, Гарри. Я восхищен, можно сказать, без преувеличения, его мужеством. После того, он как почувствовал, ну, там, что что-то коснулось его, он поднимает руку, бросается сразу на землю, и потом, когда уже охранники его пытаются вывести, он поднимает руку, и это очень хорошее самообладание и мужество, которое он проявил. И Да, смотри, он знает, и никто знает, будет ли еще один снайпер, да-да. будет ли еще один выстрел. Окружают его охрану, вот эти здоровые мужики. Он расталкивает их и обращается к своему народу, чтобы не сдавались, чтобы продолжали бороться. Он не знает, ему сейчас в лоб может прилететь еще одна пуля, но он не боится. Это не пиар, знаешь, акция, как и многие сейчас начнут раскручивать. То есть у него много адреналина выкидывает, но потом через 15-20 минут, то есть истечка, он не знает, выживет он из этого или нет. Но он понимает, что в нем есть адреналин силы, он расталкивает, он поднимает и говорит своему народу: продолжайте, будет меня, не будет меня, американские ценности не сдать, продолжайте драться за Америку. И поэтому там не отомстить, не посадить, не начали сжечь, кидать стулья, не начали громить, стали скандировать USA, махать американскими флагами. Это люди с патриотичными намерениями и настроениями. И таких, я надеюсь, что большинство в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, конечно же, он показал себя как сильным, смелым. И то, что вот эти нарциссы называют его нарциссом, наоборот, человеком не эгоистичным, который готов умереть за Соединенные Штаты Америки. Если ты помнишь, в Януковича бросили яйцо, и как он перепугался, Я помню. в штаны надел. Потерял сознание. Да, чуть сознание не потерял. То есть это страшно, это страшно. Но мы не видели ни страха, ни боязни у Трампа, ни трясся или еще что-то. Человек не молодой, мог получить и инфаркт, и инсульт, и черт знает что. Но вот он такой. Вот кто-то Да, пишет, Беларусь. Вот Беларусь, давай проэкспериментировать заранее. Я вам прострелю ухо, посмотрим, как вы сможете сильным быть актером или нет. Ай. Рональд Рейган тоже был актером, каскадером, правда, но тоже играл Нет, роли. И все было отлично, как мы помним из истории. И вот такие интересные параллели тут возникают. Кстати говоря, напоминаю нашим зрителям, друзья, вы можете написать комментарии, я их зачитаю, который будет интересен.
Азии пишет он. Не Вот не Арон же. вам, Нет. это не тебе он говорит, это другому тут пишет Арон, есть тут А, парень. Писал, что это постанова, что много ага. вопросов там и туда-сюда, и Шарали Азиев говорит, что, что мало ли кто что болтает. Гарри, ну смотрите, смотри, такая интересная параллель здесь возникает. Рональд Рейган получил 3, по-моему, пули он получил и чудом выжил. Дональд Трамп, если бы 1 сантиметр буквально чуть-чуть в бок, и все, и пуля попала бы в голову. И подстроить это, я в это не могу поверить. Я подвергаю все, что возможно, сомнению. Подвергаю вызвать подозрения. Конспирологам в следующий раз я попрошу новые версии свои выдвигать. И вот такая вот интересная параллель. Дональд Трамп, хоть он и кандидат в президенты, но он бывший президент, причем 45-й президент. Когда его избирали, я его назвал Кольт 45-го калибра, когда его избирали у себя в Facebook. И возможно ли, что получится, что если его изберут, конечно, здесь много если, что произойдет то же, что и произошло с Советским Союзом, Что развалится Россия, это когда возможно. был Рональд, тоже получил ранение, Это возможно. выжил. Многие не... Это очень Как вы возможно. думаете? Почему? Потому что Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, что они сделали? Они ведь Советский Союз, они разорились. Советский Союз просто тупо обанкротился и больше не мог существовать. Да. Как Трамп говорит, drill, baby, drill. Цены на нефть. У России Мгм. просто не будет денег. Казы это поддержит изнутри. Это же возможно. Очень даже возможно. То есть, опять же, силой Россию ты не раздавишь. Заходить войсками туда ничего не получится, только изнутри. Но это на несколько лет тогда получается, правильно? Да, сказать. Не, ну если изнутри делать, ну, например, Кавказ. Вот мы говорим про Кавказ. На Кавказе есть Грузия, независимое государство, у которой проблемы с Россией, которая оккупирует ее территорию. И есть Чеченская республика Ичкерия, оккупированная. Например, мы всегда смотрим на то, вот с Аядом Идиговым общаемся, и я сам делаю выводы. Если что-то делать и какие-то действия предпринимать, нужны, наверное, какие-то международные гарантии, что примут беженцев, помогут вооружением, помогут финансированием, информационно-политически помогут. Для этого нужно признание. Гарри, когда Соединенные Штаты признают Чеченскую республику Ичкерию независимым государством? Я думаю, что это само по себе не произойдет. То есть это может произойти, если вы что-то начнете. До того, как вы что-то начнете делать, какие-то действия, никто не... Только во время могут появиться силы и сказать, слушайте, они там борются за свою независимость. Мы, как американцы, западный цивилизованный мир, должны им помочь. А пока сидят тихо, вы довольны. Значит, и ничего не происходит, вы довольны, так зачем начинать рисковать, начать войну или начать убийство, за которое мы потом будем и расплачиваться. То есть я не думаю, что сидя тихо может прийти помощь или какие-то гарантии. Только при каких-то действиях это может произойти. Я так считаю. Мгм. Ну, дело в том, что мы уже проходили просто уже по этому сценарию, и мы поднялись, сражались, и в итоге мы оказались террористами, каратистами, исламистами, и никто нас не признал. Все торговали с Россией, приглашали Путина, К целовались в лоб. сожалению, да, к сожалению. Поэтому я не думаю, что чеченцы больше поверят в это. Это, к сожалению, и опять же, это зависит от той власти, или которая, ну, в основном, конечно,
под лидерством Соединенных Штатов. Но вот с Ираном, мы Иран несколько раз так повели. Они поднялись, они начали восстание, а мы ничего, мы не поддержали их. Опять же, это и сделал, понятное дело. При Байдене тоже выбрали не очень хорошее время для этого. Да, ну вот тогда замкнутый круг тогда получается. Пока нас не признают, и я, например, считаю, что чеченцы постгеноцидный народ должен, если кто хочет воевать непосредственно, есть возможность это делать в Украине, если мстить за своих убитых и просто набраться боевого опыта. Непосредственно в Чечне я, например, не вижу, что ну, есть сейчас разговоры, что вот сейчас со стороны Грузии зайдут, потом там где-то там внутри поднимутся, и есть силы. Я просто сейчас всего говорить не хочу, и есть очень большой запрос на это, очень большой, и везде есть этот запрос. Но если нет юридической поддержки, признания, то мы окажемся опять у разбитого корыта, мы опять убьют наших лидеров русские, и оставшихся они потом переформатируют под каких-нибудь исламистов, хотя сейчас и строят из нас исламистов, а не демократов. Наша конституция, конечно, демократическая, но нам хотят почему-то и в Турции сидят ярые вот эти товарищи, которые не в Турции почему-то строят халифат, а хотят его построить в Чечне. Поэтому такая а, обоюдо острая такая ситуация, что не знаю, как быть. Но и хотелось бы, конечно, равных, честных, открытых отношений с Америкой, с этим миром, но пока, видимо, мир еще не созрел. Пока еще не созрел. Зависит, база независимая, и она всегда очень дорогая, дорого обходится. Тут так. Да, это так. Так, сейчас я тут поищу комментарии. Тут у нас очень много хейтеров. А, Шо? так. Всех приветствую. Ян Шалом. Друзья, вы видите, сколько у нас тут хейтеров, как обычно, поэтому вы постарайтесь повторять свои вопросы. Не хейтеры, я имею в виду. Так. Вот видишь, мне вот так пишет, мне вот нравятся такие вы оба взрослые люди. Во-первых, это по-русски неправильно, не знаю ли русский у вас. Вы оба взрослые люди, а человека. Реально верите в этот вопрос? Почему вы решили так, и почему вы решили, что он дешевый? Вы вот на чем основываете? Просто вкинуть такой лозунг какой, чтобы казаться умным, и сразу же выглядите дураком, потому что вот по-русски, а вы явно русский человек, не можете сформулировать предложение. Один человек, у которого русский не родной язык, а второй тоже. Это очень сильный, смелый артист кино, да. Да, давайте я вам буду читать, Гарри. Ливан Кочера у вас вопрос задает. Грузия в свое время признала государственность Ичкерии. Грузия партнер для Америки, стратегический партнер для Америки. Взаимно будет ли Америка учитывать, извиняюсь, интересы Грузии, ведь сами важны, самый важный партнер, просто написано а, не русскими, не кириллицей, поэтому немножко трудно прочитать. Сам- Как вы думаете? Самый важный партнер, Ну, для Грузии Америка самый важный партнер. Будет конечно же, выгодно иметь Америку как партнер. Это правда.
факторов. Или в белом сильный или слабый, какая ситуация на данный момент происходит. Вот однозначно ответить это очень сложно. Если бы я был за Ичкерию, за независимость, потому что у меня там друзья, потому что я люблю Аслана, потому что я люблю чеченскую культуру, она мне нравится. Поэтому я бы так сделал, но этого недостаточно. Я не в Белом доме, я не принимаю таких решений, и это зависит от очень многих факторов. Ясно. Шарани Азиев спрашивает, значит, определение «каждый народ имеет право на самоопределение» – это ложь, Гарри? Каждый народ имеет право определения. Дают ли этому народу это право, это другое дело. Могут и народу не давать это право на самоопределение. Частенько этим народам приходится драться, рисковать очень многим, вплоть до уничтожения. Но каждый раз это по-разному. Но я считаю, что каждый народ имеет право на самоопределение. Если это самоопределение не мешает самоопределению другого народа. Мгм. Ясно. Ну да, это давно известное противоречие, которое некоторые сильные государства используют в своих целях. Арон пишет комментарий. В 1943 году США помогла СССР, и сразу русские уничтожили чеченцев. Он имеет в виду депортацию 1944 года. В 1992 году США помогла России, и русские уничтожили чеченцев. И на этот раз США поможет России, и снова русские начнут уничтожать чеченцев. Э, Потому что когда возможно воспрянуть или что-то сделать, чтобы быть, они в первую очередь начнут избавляться от тех, Мгм. которые могут это подорвать у них, забрать у них это. А, Взрыва народы, свободолюбивые народы. Мы видим, что Запад, опять же, во главе Соединенных Штатов разрешил России это сделать с Чечней, потом они начали это делать с Грузией, им сошла Грузия, потом они начали с Украины, им сошла Украина. Э, Пока мы этого крокодила не убьем, это будет происходить. Каждый раз спасать Россию. Похоже, что каждый раз, когда мы спасаем Россию, она крокодил устроен. Пока мы пытаемся его спасти, он что-то другого, то поменьше. Будь то татары, будь то это многие народы от этого пострадали. И не только при Сталине, но и при других также. Даже вот то, что называется оттепель при Хрущеве, все равно были целые кланы, целые народы, которые страдали из-за этого, из агрессии России. Даже китайцы, вьетнамцы, корейцы. Да. Спасибо за правду, Гарри. Спасибо за правду. Ты как военный всегда говоришь правду. Мне это тебе очень нравится. Спасибо тебе. И одновременно к благодарности моей еще от Элокла благодарность. Гарри, благодарю вас за поддержку чеченцев. Имел дело с евреями, израильтянами, и не раз в Бельгии. Достойные люди. Я Я знаю, соглашусь. это спасибо за так. Я постоянно здесь, в Соединенных Штатах Америки, должен управлять, что нет, это не чеченцы, это тотский еврей, там Микоян. Это уроды человеческого рода. Поэтому в каждой национальности они есть, в каждой национальности
благородные и смелые. Я думаю, мне просто жизнь повезло, потому что я не знал, что даже есть такой народ, как чечен. Этого не говорил, я не знал. Я узнал, когда я был командиром антитеррористического, и мне давали сводки террористических актов каждый день. Там был Аль-Каида, много-много, ИГИЛ и чеченцы. Я думал, что это сначала, что это чечен. Но мне объяснили, что назвали террористической организацией, когда они там совершали какой-то террористический акт. И потом, по случайности, я познакомился с чеченцем. И вот он меня начал показывал, что у чеченцев копыт, рога, и, и, э, и много-много часов мы провели у народа. Мне повезло, потому что я как бы э, называется went native, то есть начал понимать местное население, и ты начал принимать их сторону, понимать их боли, их страдания. И, конечно же, то, что чеченцы, с которыми я имел дело, наверное, как вот этому товарищу, который пишет, что с которыми израильтянами он имеет дело, все чеченцы, это порядочные, дородные, мелкие, добрые, доки. Ну, их я никогда не знал, я никогда не видел их нигде. А, один раз у меня такая, это считаю, в баню в Америке. Какой-то парень начал шуметь. Ну, в бане нельзя, нетрадиционно шуметь. И положение в обществе. Ты что это же? Это чеченец какой-то. Нет, чеченец. И я подошел к нему и сказал: "Ты в войнах?" Я говорю: "Ты в войнах? Нохче?" Пьяные так себя ведут. Это позор. Говорю: "Иди отсюда". А я настоящих чеченцев не позвал, и они с тобой разберутся очень быстро и законно. Он ушел, и больше его никто никогда не все время хулиганил, все время: "Послушайте, он такой чеченец, как я удмур". Ничего чеченского нет. Он где-то там жил среди чечен, знает, как несколько хватался, и теперь у меня был случай. Да, есть разные, конечно, хорошие, плохие. Но по большей части, я вижу, как хорошо, ты относишься к нам, говоришь всегда о нас. Для нас это важно. Нас везде представляют и там террористами, исламистами и так далее. И когда ты говоришь просто слово "чеченец", ты много просто вот этой пропаганды сводишь, ломаешь ее, сводишь ее на нет. Гарри, я знаю, что ты очень много делаешь. Аслан, ты знаешь, что меня еще в чем один раз я понял, Да. когда ты чеченец, почему-то ты был очень здорово. Дай бог, что всегда у тебя был с нами добрый опыт. Я еще думаю, что моя мама имела отношение к
делать с чеченцами. Она знала эту туру. И потом она мне рассказала, что вот, ну вот там узнала этот человек, он человек добрый. И она мне сказала, она не любила рассказывать прошлое в молодости в лагерях, но, видимо, я думаю, она же была в Казахстане, она туда, в Казахстан, и вот я думаю, и во время эвакуации она тоже там была. Как раз в 1944 году она узнала, у нее было что-то общее, когда не рассказывала. Это такие мои догадки, потому что она знала кое-что про вашу культуру, она знала, кто это такие. С с этим парнем можно иметь дело. То есть у нее, она помнила это. Мгм. Да, я помню эту историю, ты рассказывал, и, может быть, набравшись нашей культуры в твое воспитание, она тоже вложила, может быть, немножко этой культуры. А, Поэтому, ну, Может, хотя не поэтому, наверное, но это тоже, может, повлияло. Гарри, я знаю, что ты делаешь очень много для украинских военных. Ты постоянно посещаешь раненых, помогаешь, и очень много раненых, очень много без ног, без рук. Это очень страшно. Но, как говорится, мужчина должен выдерживать любое испытание, которое нам дается, и украинские воины достойно выдерживают. Я надеюсь, все. Как вообще обстоят дела, Гарик? Вывозят ли лечиться в Америку? Я знаю, в Германию привозят, в Америку вывозят раненых. Укра- возят повсюду. У нас много. Во-вторых, конечно, мы делаем что-то, но это все капля в море. Это, конечно, может тяжело раненого, душевно много, зависимых очень. Совсем работать не только с ним. Ну и потом гражданское население здесь тоже раненое. Постоянные бомбардировки, постоянные, ну вот дети, которые пострадали в детском медицинском центре после российской бомбежки, где онкологический центр, то есть дети пропустили онкологические линии дорогущие, которые надо приготавливать, были уничтожены. Ну и также это был психологический удар, которые там находились в этот момент, их родственников. Это на них отставит отпечаток на очень долго. Старики мучаются, потому что вот сейчас отключили свет. Большую часть дня света нет. Жара стоит сильная. Вода не доходит до всех этажей. Там первые нескольких этажей вода может дойти. То есть старики, дети, больные люди, конечно же, они мучаются при такой погоде, при нехватке электроэнергии. То есть население терроризируется. И даже я, человек, который и физически здоровый, все равно тяжело переносить вот такую погоду и не иметь электричества. Вот у меня соседка, женщина в возрасте уже с разными заболеваниями, ей очень тяжело. И если бы не соседи, если бы не сплоченность, ей бы было, ну, не по себе. Ей бы было очень-очень тяжело или, наверное, даже невозможно. Но вот благодаря соседям, благодаря такой сплоченности в украинском обществе, они друг другу здесь помогают, выручают каким-то образом. Да, такое есть. Но ситуация тяжелая, ситуация тяжелая. А, И люди не имеют стабильность, не знают, что будет происходить. Знакомая, она плакала, потому
потому что она и она смогла организовать, испечь какие-то там эклеры, пироги, а электричество отключилось, и оно все испортилось, пришлось все выбросить. Вот вся работа, финансы опять же. Ну, таких примеров очень-очень много каждый день. И вот она старается, и вот так, и раз, и все опять, значит, пропало. Казалось бы, кругом война, горе, а она плакала из-за эклера, который не получился. Это все такое психологическое напряжение человеческой психики, которое, ну, не мне рассказывать, чеченцам про это, честно сказать, мне немножко стыдновато рассказывать чеченцам, что такое горе, что такое, когда ты теряешь все, когда тебя выгоняют из дома, когда ты беженец, когда мужчины должны и на утро все замерзшие стоят. Не мне рассказывать чеченскому народу, как это происходило, чтобы спасти жизни своим семьям. Да, конечно, это все очень а, трагично. И методы ведения войны русских мы очень хорошо знаем. Они целенаправленно бьют по скоплению мирных людей, по женщинам, по детям, по роддомам, по автовокзалам, по рынкам, по мечетям у нас били. И в какой-то степени, знаете, Гарри, это и влияет, когда человек теряет своего близкого, убитого там в больнице или на вокзале мирного человека, и сразу начинают винить свою власть, не тех, кто отправил эти ракеты. И сейчас в Украине, в Киеве Россия применяет эти же методы, и в Киеве был недавно нанесен удар по больнице, по детской больнице. Как вы считаете, Гарри, это сказывается на психологическом, вот о том, что вы сейчас говорили, на этом состоянии людей, что они начинают винить не русских, которые бомбят эти больницы, а, например, свою власть, которую тоже есть за что осуждать, но не точно не за удары по больницам. Это поэтому, потому что в конце концов она винит свою власть, что она их не защищает, что она не может предотвратить это, что она ничего не делает. То, что есть коррумпированные факторы в этом, то, что есть люди, которые на этом зарабатывают, ну, кому война, кому мать родна, это тоже раздражить. Тоже, ну, например, сейчас проблема в украинских вооруженных силах, да и в Украине вообще, потому что здесь у солдат появились деньги. Русское казино, вот это вот на телефонах, какие-то украинцы в этом участвуют, и они Да, кстати. проигрывают миллионы и миллионы долларов, и они начинают зависимы от этого быть. Зерном, с Польшей, какие-то несколько нечистоплотных людей решили на этом заработать много денег. И вот, а простой народ, он за это расплачивается. Конечно же, это, но опять же, да, Путин виноват в этой войне. Русский народ за это в ответе, но не только Путин. Есть коллаборанты, есть те, которые ему помогли, есть те, которые ему закрывают глаза на это. Не только Гитлер был убийцей, были коллаборанты, были те власти, были те народы, которые ему помогали, которые были его зеленый свет. И сегодня я частенько обвиняю свою власть в Соединенных Штатах Америки, те, кто сегодня находится в Белом доме, за то, что они закрывают глаза, за то, что они отворачивают. Но с Чечней мы еще, может быть, не понимаем. С Грузией уже, Уже очевидно все было. Да. но с Украиной, я думаю, что это уже криминально. Это уже криминал. Если вы уже не поняли, если вы еще боитесь эскалации, если вы не даете людям, чтобы они смогли себя, дети, женщины, защитить, если вы не закрыли небо над Украиной еще, не вы, а мы, нам придется держать ответ за это. И наша власть, явно, я считаю, я ее обвиняю в коллаборантстве с Путиным, в убийстве украинского народа, к сожалению. Точно так же, как это произошло с
Но тогда я, допустим, не осознавал этого, я не понимал. Но с Грузией я уже понял. Украиной, но это надо быть уже э, психопатом, если не осознавать это. Кстати, по-моему, тут пишет. Ну, здесь много таких. Они любят меня, мой стрим, а если ты, это так уж за милую душу просто. Нужно обязательно отметиться и какую-то гадость написать. Также работает фабрика троллей, специально на нас выделяют. Так что все нормально, работаем. Вот, Гарри, вот один пишет: мы подходим к Харькову и Одессе. Стать. Тоже я думаю, идут. Даже немцы побоялись заходить в Одессу. Я думаю, вам будет не повезет, поэтому если вы там находитесь, подойдите к Одессе. Немцы побоялись туда заходить, они послали румын. Ну и раз вы такие смелые, давайте. Опять же, это люди, которые не боятся Всевышнего. Они думают, что это все так. здесь в ТикТок пишут: Гарри, не обижайся на рабов. Мы не обижаемся, мы наоборот. А на обиженных воду возят. Нет, наоборот. Есть обиженные. Тут про Да-да, очень много здесь этих. Ну, они таким образом показывают, что мы на верном пути. Что, а то было бы плохо, если бы они на нас не обращали внимания. А по поводу то, что в Чечне не поняли, потом в Грузии, и сейчас, я думаю, просто надеялись, что все, мне кажется, ну, по крайней мере, те, кто тогда занимался этим вопросом, понимали, что происходит в Чечне, но посчитали, что России можно договориться. Сейчас поняли, что невозможно договориться, и Украина — это последний рубеж, который потом уже будет, если произойдет то, что планирует Путин с Патрушевым, то будет уже следующий будет Польша, страны Балтии и вплоть до Восточной Германии, до ГДР так называемой. Мгм. Тут Арон очень настаивает на своем вопросе, постоянно его повторяет, поэтому вынужден его обязательно зачитать. Так, это где это было? Сейчас, одну минутку. Аслан, скажи, Гарри, мы, чеченцы, понимаем евреев, и через что им пришлось пройти в прошлом. Будут ли евреи понимать чеченцев и горе чеченцев? А США, про США все понятно нам. Ну, и Арону понятно. Евреи — это тоже не монолитный народ. Нет. Мы все тоже разные. Есть горские евреи, есть ашкеназийские евреи, как я, есть бухарские евреи, есть чернокожие евреи, там, сомалийские. Евреи — это такое понятие тоже. Я разделяет трагедию. И есть чеченцы, которые разделяют с евреями их трагедию. Это частенько бывает. Я знаю одно, потому что будущее никто не знает, не можем это предсказать, кто такие чеченцы, просто потому что человек не чеченец, это не мне решать. То же самое, кто такие евреи, кто такие неевреи. Кто может это решить? Просто потому, что у человека еврейская фамилия или звучит как еврейская фамилия, или у него семитские черты лица. Это очень сложно. Это надо, наверное, к Геббельсу обращаться, чтобы точно разобраться, кто есть кто, у кого сколько крови и так далее, и так далее. Это бестолковый разговор. Я знаю одно, что предсказать будущее я не могу, но я могу вам рассказать историю из прошлого. И я сначала Пожалуйста. думал, собранный образ такого раввина, Рабаева, а оказывается нет, потому что я с его внуком оказался соседями, мы недалеко жили. У меня есть на моем канале интервью с И внуком раввина Рабаева, который во время в 1944 году, 23 февраля, собрав еврейскую общину, сказал, что мы не имеем права грабить
нам братский народ, с которым мы живем бок о бок, с которым мы столько лет прожили вместе, с которым у нас родственные отношения, и те евреи, которые имущество, и насколько я знаю, евреи не заняли дома, и которые они взяли, они сохранили, включая дома, и когда чеченцы, слава Всевышнему, смогли вернуться в свои родные края, они им это вернули все. Что нельзя было сказать, которые использовали горе народа, чтобы нажиться на этом. Вот это я знаю, поэтому я думаю, у нас есть взаимоуважение не просто потому, что мы евреи, а это чеченцы, или это чеченцы, а мы евреи, а просто к человеческим понятиям, к человеческим ценностям, что наживаться на чужом горе нельзя. Нельзя, Всевышний вас накажет за это. И вы правда будете прокляты в седьмом колене, до седьмого колена. Я имею тенденцию в это верить. Я благодарен, что Равин Рабаев в то время смог это сделать, смог убедить наш народ, что мы должны сохранить, что самое главное, веру в то, что родные края, что это не навсегда, что их изгнание, как и изгнание евреев с их земли, не навсегда, что они вернутся. И надо отдать то, что принадлежит им. Их имущество нужно обязательно вернуть. Это я знаю из истории. А что будет, уже будет зависеть от нас. Совершенно верно. И для этого, чтобы все было хорошо, чтобы были такие раввины, как Рабаевы, чтобы были такие люди, которые настраивают народы на хороший лад друг с другом, мы должны трудиться сегодня, объединять своих детей, молодежь, объяснять им, что мы не являемся врагами. Я бы еще к тому, что ты сказал, немножко дополнил. Когда нас выселяли, никто не знал, что мы вернемся. Мы выселялись навсегда. Это была навечная ссылка, а вообще это был план уничтожить всех, чтобы некому было возвращаться. И наши соседи, которые живут на Кавказе, они заселялись и грабили их, еще и расстреливали за то, что они грабили, их ловили, потому что они, просто грабеж шел, открытый, неприкрытый и так далее. И только евреи, наши горские евреи, не участвовали в этом. А когда возвращались, в 57-м, 58-м уже массово начали возвращаться, то все боялись того, что чеченцы сейчас вернутся, а половина, около 60% погибло, поэтому много чего осталось не возвращено, и люди до сих пор живут в наших домах, наши соседи, братья-мусульмане. Только евреи пришли на перрон и исполняли лезгинку и приветствовали. И чеченцы плакали. Когда ты рассказал эту историю, я спрашивал об этой истории. Да, это так и было. И еще я хотел бы сказать про Рабаевых. Про Равина я не знаю, а вот Виктора Рабаева, с которым вы, его дедушку, я не знаю, а вот с кем вы делали, с кем ты делал интервью, о нем мне говорил Агьяд Эдигов. И он так хорошо отзывался об этом человеке, такую высокую нравственную оценку он ему ставил, что я бы хотел бы лично с ним познакомиться и при возможности пожать ему руку. Спасибо, спасибо. И он спел вот в моей программе песню, он прекрасную песню написал про чеченский народ. И очень трогательно было. Да. Так, здесь, Шарани, твой вопрос, в принципе, я могу его зачитать, но я думаю, что Гарри не специалист международного права, ну, я зачитаю. Для чего международное право, вопрошает Шарани Азиев, для чего ООН собирается 193 заседателя? Какие они решают вопросы? Также Совбез ООН, что они решают, Гарри? Не Что вы решает скажете? про чартеры
обвинение Израиля в криминале. Из 180 обвинений в сторону Израиля. То есть эта организация создана для того, чтобы обвинять. У меня такое впечатление. Потому что в основном это что они делают? Там ни Сомалию, ни Сирию, ни Иран, ни Бог. Ну, Россия сидит в Совбезе, поэтому вето накладывает на все. А остальное все, в принципе, вот из-за которой и против нее вводятся декларации ООН о нарушении прав человека. Там больше никто не нарушает права человека, кроме Израиля. Все остальные довольно-таки нормально. Ну, это такая организация ООН. ООН по-английски это UN, United Nations. Я ООН, я был в голубых касках. Мы называли их useless nobody. Бесполезные никто. Ясно. На самом деле, конечно же, эта организация, она была бы для меня приемлема, если бы там в Совете Безопасности не заседал бы СССР под видом РФ или РФ под видом СССР. Это просто вопиющая мировая несправедливость, которую, если не исправят сейчас, когда будет все меняться, по всей видимости, все будет меняться, то я не знаю, я разочарован во всем мире вообще получаюсь. Ливан Вот Кочер Да, Гарри, я, пожалуйста. я просто немножко Да. тебя. Иса, как вы видите, Аслан не живой. Поэтому, что будучи воскресившимся, точнее сказать, и я бы с ним поосторожнее бы имел дело, потому что Иса, вы сами знаете, что эти люди или эти боги могут с вами сделать. Так что осторожнее. Ливан Кочерава говорит, пишет, задает вопрос. Вопрос. Если победит Трамп, изменится ли политика Америки в отношении Кавказа? Потому что Россия хочет остаться здесь, на Кавказе, навсегда. И Китай тоже имеет свои интересы на Кавказе. Кстати, после того, как, дополню немножко Ливана, после того, как Россия начала тесно сотрудничать с Китаем, начались очень такие поползновения Китая на Кавказ, и в том числе Чеченскую республику, временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия. В том числе они боролись якобы там с уйгурами, там набирались опыта у этих террористов и там воплощали у себя там. И сейчас это уже усиливается у них это. Что вы скажете по поводу этого, Гарри? Я думаю, или даже я уверен, что если президент Соединенных Штатов Америки, имеется, я не знаю, ли у нас вообще есть какая-то политика насчет Кавказа, но политика в сторону России резко изменится. И Китая тоже. То есть мы понимаем очень четко, что этот вакуум, который создала сегодняшняя администрация, ее очень-очень быстро занимает Китай. И это геополитическое влияние, включая Кавказ. Кавказ, потому что, сами понимаете, там нефть, газ, это важно, он особенно Чечня. И в сторону, это, конечно, и на Ох, хотелось бы увидеть сдвиг на Кавказе. И нам, знаете, Гарри, нам нужно признание именно Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Если эти две страны нас признают, мы будем лучшими союзниками вместе с Грузией на Кавказе и готовы рассматривать любые предложения. Но без признания мы пережили геноцид. Реально, вот вы видите, у меня комментарий, мне лайк поставить люди боятся в основном, потому что чеченцы просто террор устроили. Достаточно мне поставить лайк, и дома его родственников, если узнают, что он его поставил, все, на войну, СВО, там, третье, десятое, террор.
Сегодня разговаривал с одним человеком, он рассказывает, что там какой-то м, главк, что ли, или спецотдел, там какой-то главный у них там в Чечне по ФСБ, там какие-то, всех моих родственников затерроризировали, толпой подъезжают, причем не просто какие-то мои, которые там дальние родственники, а их жены, их там племянники, племянницы, кто уже там, я которых знать вообще людей не знаю, ну, я не видел этих людей, может, уже 30 лет, террор просто устраивают и говорят, пытаются найти контакт со мной. Я оборвал все контакты, и у них немножко проблемно на меня влиять. И вот так, вот в таком положении мы, чеченцы, находимся. Да, мы готовы сделать очень многое, и мы можем сделать очень многое. Но для этого нам нужны, как говорится, в собачьем сердце. Помните, когда профессор Преображенский звонил, говорил, чтобы эти швондеры к нему больше не приходили, мне нужна бумага, которая броня. Вот такая броня нам нужна, а самое остальное мы все сделаем. Вот как у нас дела обстоят. К сожалению, эта бумага профессору Преображенскому не помогла. Не помогла. Да, поэтому я только за, чтобы это было признано. Я просто, ну, пока не могу сказать, или я знаю, какой механизм в мире, чтобы это произошло. Но это не значит, что надо сдаваться или все равно рано или поздно это произойдет. Хотелось бы, конечно, Конечно. мы это видели, чтобы это было пораньше. Салваторе Феррагамо пишет: завершайте эфир, предатели Феррагамо. Если кто это вы, прячетесь под каким-то именем французско-итальянским. А мы с Асланом не можем быть предателями русского народа. Мы не русские. Как мы можем быть предатели того, чего мы не часть? Да, чего Поэт- не являемся. Поэтому вы я не совсем. Но вы же не понимаете, что вы идиот. Я понимаю, что вы не понимаете, да. Ах, Скажи, Гарри, говорит мне Арон, Рабаевы для нас чеченцы, настоящие чеченцы, братья. Я подтверждаю. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Так, друзья, пишите комментарии, что у нас тут. Так, сразу тут отреагировали, вам дадут Филькину грамоту, как всегда, а вы на нее поведетесь, говорит Ким. Очень страшно. Знаете, Гарри, я что обратил внимание? Я действую интуитивно, когда вот что-то делаю. Ну, что-то я, конечно, знаю про Россию, знаю, как их методы, третье, десятое, знаю все, что они делали по отношению нашего народа, какие методы и тактики они используют. Но некоторые вещи они мне сами подсказывают. Например, вот этот американский флаг. Это, оказывается, такая красная тряпка для них, что я жалею, что я его не повесил и не наколол его вместе с ичкерийским флагом, как они меня просят, у себя на лбу. А, И вот эти вещи очень хорошо заметны. И дружба с Америкой, и дружба с Израилем, с евреями, это, ну, какой-то такой самый страшный, оказывается, для них такая вещь, что мне сам Бог велит дружить с Америкой и с израильтянами, потому что, ну, просто выбора уже не остается, потому что и я понимаю, насколько для них это страшно и смертельно. Нас лучше представить исламистами, террористами, и потом мочи как хочешь, используй как хочешь, и потом манипулируй как хочешь. А тут не получается. И поэтому нам очень нужна поддержка США, Великобритании, Израиля, Германии и всех уважаемых стран. Будет работать. Всем надо над этим работать, потому что сейчас хороший момент для этого. Путин достал уже и американцев, и украинцев, и израильтян, и грузин, и всех. Поэтому, конечно же, надо
э, привлекать внимание чеченской проблемы, кавказской проблемы, к тому, что русские их достали тоже уже. Никто не хочет иметь дело с русскими. Все хотят от них держаться и не иметь ничего общего с ними. Да, совершенно верно. У этой вселенной есть хозяин. Как он решит, так и будет. Международное право Совбеза ООН – это всего лишь формальность. Мысли вслух, Да, говорит Шарани Азиев. все правильно. Трудно спорить. Так, Гарри, а вы можете еще, мы уже 70 минут в эфире, и я просто знаю, вы предупредили, поэтому вам напоминаю. Спасибо большое тебе, спасибо, я Спасибо. надеюсь, мы Спасибо. будем Еще, конечно, мы еще будем. обязательно. Всего хорошего тогда, Гарри. Я продолжу немножко еще стрим. Да, да, я тогда Всего хорошего. Спасибо. Так, друзья, давайте мы продолжим наш удивительный стрим. Спасибо всем, кто писал комментарии. Вы мне очень помогли, потому что это интересно, живой разговор, который задаются вопросы всем, кто принимал в этом участие. Друзья, теперь я весь к вашим услугам. Готов еще с часик, может быть, поменьше, полчасика с вами еще побыть. Так, даже, может быть, почти часик побудем. До 2 часов побудем. Так. Ну, ладно, предатели так предатели, ладно, что поделаешь. Лора Будникова говорит: «Благослови Америку», кричал Ельцин, а что получилось, видели сами. Ну, Лора, ну смотрите, что было? Вам простили геноцид чеченского народа. Весь Запад и те же Соединенные Штаты Америки закрыли глаза, сказали: ну ладно, ладно, вот это Чечня, вы говорите, она ваша, внутреннее дело, вы нам что-то обещаете, хорошо, сказали. У вас появилась вас приняли во все международные организации, G7, G20, во все международные, ОБСЕ, ну, везде у вас были возможности. Ну, вы как та старуха из сказки «Золотой рыбки», помните? Когда ей не хватало всего, не хватало, не хватало. Вы уничтожили чеченцев, и весь мир проглотил. Теперь мир за это расплачивается. Пока украинскими жизнями, пока только деньгами мир расплачивается, а завтра будет расплачиваться и своими жизнями, западными, гражданами западных стран. Потому что война с вами, с фашистской русней, она неизбежна. Она уже идет. У вас были, вы жили так богато, русские, россияне, как не жили никогда в своей истории. Да, ваши хозяева, ваши дворяне жили всегда хорошо, а вы, простые русские, так хорошо никогда не жили. Но вам стало и этого мало. Вы вашему руководству, вашей стране, вашему Путину, Патрушеву, которые награбили миллиарды и триллионы наших советских денег, наших отцов и дедов, которые 3 поколения работали как рабы, не имея ничего собственности. Вы поперлись, называя украинцев братьями, вы поперлись на них. Какое лицемерие, какое коварство, какое вероломство вы можете себе просто представить. Чеченцы, мусульмане, как вы нас только не обзывали, чтобы съесть, чтобы убить, чтобы расчленить нас. Грузины, кавказцы тоже там плохие там и так далее, тоже все, нашли вы отмазку. Тут славяне якобы, братья якобы, все это было. И так вероломно клясться, божиться, что вы никогда не нападете на Украину. Ваш Соловьев, там разный Путин кричали, говорили. А потом что сказал ваш Путин? Наши солдаты будут стоять сзади за женщинами и детьми. Помните это?
А? После этого, если вы не плюнули на своего этого так называемого незаконного, точнее, президента, вы являетесь соучастниками этого, значит. Вы вероломны, вы подлы, лицемерны, циничны. Понимаете? А там живут русские. Вот я очень хорошо запомнил харьковчанина одного русского, русскоязычного украинца. Он говорит, до последнего он эвакуировали его из Харькова, когда вы бомбили Харьков. И он говорит, он слезами на глазах, это, может, кто-то видел это видео, где он там со слезами на глазах говорит, я не мог поверить, я до последнего топил за русских, за русский мир. Но когда начали на нас бомбы, он думал, все ему врут, все его обманывают. Понимаете, это нельзя сыграть, сымитировать, как этот человек говорил. Он был потрясен до глубины души. И ваши солдаты, которые идут на эту войну и видят, как к ним относятся их так называемые отцы-командиры, когда их на мясные штурмы за ни за что посылают. Понимаете, когда вот этих отсылают, тогда до него доходит. Правда, уже поздно. Впереди стена из огня и свинца украинского, а сзади родные отцы-командиры с заградотрядов. Да? Почему вы ненавидите так русских? Объясните мне. А? Вот кто мне здесь пишет, русские имперцы. За что вы, русские, ну, всех вы ненавидите, я еще могу понять. Да, просто фашизм, внутренний ваш фашизм. Чеченцев не любите, они чеченцы, грузинов, потому что они там грузины, украинцев, еще почему. За что вы русских так не любите? За что вы их уничтожаете? В Украине вы, у нас в Грозном, нашей столице, Первой русско-чеченской войне, перед тем, как начать бомбардировку и уничтожение нашего населения, нашего гражданского населения, вы на весь мир у себя внутри трубили о том, что мы вырезали, устроили геноцид, что абсолютная ложь была. Абсолютнейшая. Там миллион русских вырезали, 100 тысяч русских, 50 тысяч русских. Каждый раз эта цифра снижалась. И когда вам говорили, покажите массовые захоронения, вы же контролируете всю сейчас территорию, покажите массовые захоронения, покажите фото, видео убитых, казненных там и так далее. Покажите свидетелей, оставшихся живых, у кого-то же мама, папа, сестра выжил в этой геноцидальной чеченской вот этой резне. Это все был обман для того, что, зная, что мы будем сопротивляться, и будут потери среди гражданского населения, а в Грозном у нас жило в основном 80% русскоязычного населения, вы заранее их похоронили. Вот что значит ваша власть. Ёлки-палки, русские, мне уже надоело вам это объяснять. Вторую войну, большая часть погибших в начале первых дней войны были русские, потому что они верили вашей пропаганде, что придут русские и спасут их там от чего-то. И не уезжали из Грозного. Некоторым некуда было просто ехать. Мы вывозили наших соседей русских, вывозили в деревни, в аулы, там, в горы от мест боевых действий. Почему вы это не видите? Где эти русские? Вот вы говорите, что я там на русских ругаюсь, там, почему я там говорю. Где вы, русские, которые говорит вот то, что я говорю? Заботящиеся о русских. Где эти русские? Ну, редко можно увидеть какой-нибудь комментарий, редко кто-то что-то говорит. В основном все надеялись, что вы в Украине победите. Понимаете? Вы все надеялись, все ваши Навальные, Гудковые, это так называемые оппозиционеры, и так далее, и так далее. Вы же их убиваете, вы посылаете своих, ну ладно, вы посылаете этих отребья самые настоящие, за деньги готовых убивать. Но в Украине живут русские, обычные русские, с русским населением. Что такое? Что такого, если Украина отделится и войдет там в НАТО, в Европейский Союз, там еще что-то? Ведь они же этих русских не убили бы там, правильно? Ваши русские, как сейчас в Германии, жили бы в европейской стране, в натовской стране, и вы могли бы оказывать влияние на политику. Не преступно, не убийствами, не как вы любите, а по цивилизованному. Ведь в Крыму зачем нужно было захватывать Крым? В Крыму были крымские татары, там это их коренная земля, украинцы и русские.
Так вот, русские были на первом месте вот в этих главных там Севастополе, Симферополе. Зачем? Ну, у вас там флот стоял в Крыму. Зачем вам нужно было захватывать Крым? А я вам скажу, зачем, русские. Это делалось не для того, чтобы вернуть какую-то родную гавань. Он и так был, этот Крым, крымско-татарско-украинский Крым, был русским фактически. Все говорили на русском, во власти были русские, везде были русские. Крымских татар зажимали через украинскую власть, крымских татар зажимали так, что мама не горюй было. Понимаете? Зачем вам это нужно было сделать? А я вам скажу, это нужно было сделать для того, чтобы 3 поколения, 75 лет грабили то, что мы накопили, грабили КГБшники, потомственные, 3 поколения, которые нас всех расстреливали, репрессировали, которые расстреляли свое же вот это дворянское сословие и мечтали стать этим дворянским сословием. Понимаете? Они расстреляли, вот эти НКВДшники, люмпены, пролетариата, расстреляли всех вот этих русских и нерусских вот этих дворян, и потом всю свою жизнь мечтали, может, первое поколение еще верило в какой-то коммунизм, там, светлое будущее, а вот их дети, внуки, потомки уже, вот этих КГБшников, которых мы сегодня у вас видим, и Путин, там, кто у вас, ну, все власти, главные вот эти посты у вас все занимают потомственные КГБшники, которые вчера вас, да, нас они убивали, мы об этом говорим, чеченцы, но они и вас, русские, убивали. Это делалось для того, чтобы создать новую империю, и они стали новыми дворянами. Они об этом прямо говорили. Об этом прямо Патрушев говорил. Неодворянство, КГБ, это ФСБ, это новое неодворянство, новое дворянство. Вот для чего никакая Америка, никакой Израиль, никакие там инопланетяне в этом не виноваты. Виновата ваша КГБ СССР, которая есть и в Украине, и которая тоже не иллюстрирована. Когда вы поймете, вы мне тут говорите, ты предал там свой народ там и так далее, как будто я русский. Да я за русских, если посудить, если есть здравомыслящие люди, я за русских тут топлю, получается. Я пытаюсь спасти этот бедный русский народ, фактически. Но меня вы выставляете самым ярым. Мне плевать, можете называть меня кем угодно. Я не собираюсь нравиться вам. Вы имперцы, вы оккупировали мою страну, вы убили 30% наших граждан. Всех, в том числе и русских. И за них я тоже топлю, которых вы убили. И требую сатисфакции. Я требую, чтобы были привлечены к ответственности те, кто убивал граждан Чеченской Республики Ичкерия, в том числе русских. Вы враги русского народа, те, кто считает, что нужно было там напасть и воссоединить с Украиной. Какая вообще к чертовой матери вам разница, где будет, например, эта Украина? По факту нет. Но для того, чтобы построить новое дворянство, КГБшникам, у них вот в этом больном, шизофреническом, просто человека-ненавистническом воображении, им нужно было стать законными дворянами. Без истории Киевской Руси это было невозможно сделать. Это была фейк. Об этом Гиркин прямо говорил. Ну, просто почаще смотрите этих террористов и фашистов, и вы поймете, к чему они это вели. Не ради вас, русских. Вы никто, вы расходный материал для них. Как и мы сейчас, которых сейчас взяли в заложники и отправляют на войну. Вот в чем проблема. Если вы, русские, этого не осознаете, вы до сих пор готовы были убивать украинцев, потому что была надежда, что вы победите. Вы просто, я не знаю, специально вас довели до этого скотского состояния, когда вы не можете различить, где хорошо, где плохо. Я в чат-рулетках просто общался с многими, и вы восхищались, что вы взяли Крым, уже когда был в Москве, вы этим восхищались. Но потом, когда общаюсь, как вы взяли Крым, что вы вот там завоевали. Для чего, я спрашиваю? Они могут объяснить, для чего. Если бы не мы, они на нас напали.
Да так вот, Финляндия, страны Балтии, это тоже страны НАТО. Финляндия сейчас вступила. Страны Балтии. У них ракеты, они могут с Америки прилететь. А НАТО это в первую очередь Америка. Это обман, что если в Украине будут натовские самолеты или ракеты, что для вас какая-то угроза. Угроза на Лубянке и в Кремле для русских и всех народов фашистской России. Понимаете? Эх, ладно, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Конечно же, это все нужно понять. А знаете еще какая проблема? Мне часто говорят, что меня не поддерживают разные чеченцы, ну, в силу разных обстоятельств. Мне говорят, нет, нет, они тебя не поддерживают. А знаете, почему не поддерживают меня или там вы не поддерживаете вот ту позицию, о которой я сейчас говорю, которая справедлива и честна и к русским, по отношению к русским, и по отношению к чеченцам и другим. Дело в том, что когда вы признаете, или те чеченцы признают мою правоту, что я делаю то, что нужно для чеченцев, выгодно чеченцам, полезно чеченцам и для всех, то в таком случае нужно занять мою точку зрения и поддержать меня. А мою точку зрения поддержать — это смертельно опасно. Понимаете? Смертельно. Тех, кто будет, то я сам подвергаюсь смертельной опасности. Мои родственники, все, там бывшие мои родственники, терроризируются, преследуются, там, Бог знает, что творится. И чтобы принять эту позицию, КГБ, ФСБ выстроила такую систему, что человек, который на самом деле говорит правду и бьет в точку, именно этим занимался Джохар Дудаев, которого вы вероломно убили, законно избранного нашего президента вы убили, и не одного, а 5. В таком случае нужно занять позицию и сказать, да, это же правда, а это страшно, это небезопасно. И поэтому в таких случаях человеческий мозг срабатывает так, не верю я ему. И они все заодно, фу, да ну их всех. Вот как это работает. И вы, когда вы напали на Украину, вы радовались, вы думали, как у Дебальцева, там, вы будете их там разбивать, украинцы будут бежать, там, вы их там побьете и так далее, и так далее. Так вот, увы и ах, не получилось. И теперь уже начинается брожение. Но вы не можете сказать, что вы были неправы с первых дней, когда вы Крым захватывали. Крымско-татарский, если глубоко копать, крымско-татарский, не украинский, не русский, не чеченский, крымлы, да, так они называются, исконно их земля, если исходить. Они сказали, что мы будем с Украиной. Вот видите, какая ситуация. Ладно, давайте почитаю ваш комментарий. Я чеченец и не боюсь смерти, и поддерживаю тебя. Один раз родился и один раз умру. Рон Баркалон, ДРС. Да, один раз родились и один раз умрут. Двух смертей не бывать, или там 7 смертей не бывать. Одной не миновать, как говорится. Если родился, то умрешь. А если не умереть за принципы, за святое дело, то а за что еще умирать? За деньги? За что? Нет, конечно. Так. Русским ботам очень мало платить стали, отрабатывают числом. Да, да. И вот видите, когда я призываю к совести русских, а до кого-то же это дойдет, то, что я говорю. Ведь я говорю только правду. На этом канале, чего бы мне ни стоило, я говорю правду. Про всех. И про чеченцев, и про русских, и про украинцев, и про грузин. Мне без разницы. Я буду говорить правду, которую я вижу, которую я считаю, что эта правда а, должна быть услышана людьми. Вот эти люди начинают его бунтовать, вот смотри, в комментариях, прямо просто с ума посходили все, что здесь, что тут, потому что они боятся. КГБ в Советском Союзе боялась не пуль, она боялась слов правды. Для пуль у них были, вперед бросались вот эти свои собаки, которых у них на цепи в огромном количестве. Понимаете? Они боялись правды.
И вот самое страшное для них — это правда. Правда, что дойдет хотя бы до одного россиянина, русского, что ведь на самом деле-то, да, грубо, да, жестко, а вы заслужили мягких формулировок. Вы совершили геноцид над моим народом. Вы завершили геноцид, посадили сумасшедшего с 3 классами образования нам на шею и представляете его как бы лицом чеченского народа, позоря нас тем самым. Понимаете, вы не просто убиваете, вы еще и позорите нас. И я должен подбирать слова. Ну, конечно, я подбираю, я буду подбирать слова, но не так, как хотелось бы многим. А вот сразу срываются, вот пишут, вау, там Дудаев такой, Дудаев сякой. Дудаев умер, Дудаева нет. Он прошел свой путь, а пишет, за деньги продался. Ваша русская пропаганда, вот вы мне пишете там, американские деньги он продался и так далее. Ваша русская пропаганда, советская еще тем времен пропаганда, называла Джохара Дудаева самый честный и самый бедный президент. О каких деньгах вы говорите? Посмотрите, как живет его вдова Алла Дудаева, как живут его дети. Какие деньги, какие... Это у Путина посмотрите, у Кадырова посмотрите. Вот ваша русская власть. Никакая она не чеченская. Вот у кого деньги. А у нас денег нет. Мы делаем дело за идею. Дудаев — это пример всему миру. Совершенно верно, Водолейка. Спасибо. Так, здесь подхолопный вылез один. Сейчас мы этого подхолопного отправим в баню. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Я смотрю. Так, мы уже 1,5 часа в эфире. Джохар ушел достойно, смотря смерти в глаза. Да, совершенно верно. И до конца прошел. Нету никаких денег, за которые человек идет на смерть, понимаете? Нету таких денег. Так, слава Украине, слава Дудаеву. Героям слава. Слава Бандере. Так. Жаль, что ты не умер во время этого геноцида, говорит, позор Чечни. Русфорум. Да, я думаю, что вы очень сожалеете, что меня не грохнули и не посадили. Хотя все попытки предприняты вами были, но вы не ожидали, конечно, что я выйду из России. Вы думали, что я там буду находиться под контролем, и потом вы сможете меня грохнуть. И попытки у вас были, и всякие были. От убийства, заканчивая попыткой дискредитации и так далее, и так далее. Плюю я на вас, понимаете, с самой высокой колокольни Гамбурга. Плюю просто. Моя смерть ничего не решит для вас. Ничего. Каждый день, вот я сейчас как раз насмотрел, 1200 за прошедшие сутки уничтожено и ранено русских террористов, которые пришли на свободную землю суверенной Украины. 1200 каждый день. Вчера 1300 с чем-то погибших, раненых. Сегодня 1200. За 500 000, 560, говорит украинский генеральный штаб, говорит ЗСУ. Американские спецслужбы говорят более 350 тысяч убитых и раненых. Поэтому, ну, цифры колоссальные. Даже если брать середину этих цифр между этими, даже если брать то, что говорят только американцы. Колоссальные цифры, колоссальнейшие. Колоссальнейшие. За что? За то, чтобы Путин стал дворянином, а вы были холопами? Вы за рабство деретесь. Фактически вы деретесь за рабство.
Так, ты террорист, говорит. Ты террорист, говорит, и в данный момент ты совершаешь террор, говорит. Луиза мне это говорит. Конечно, Луис, когда, наступает время, что за правду, за слова, за мысли преступления человека обвиняют в терроризме, убивают его, расстреливают, репрессируют, его родственников репрессируют, то вы ублюдочная фашистская страна, я вам скажу. Если вы боитесь только слов правды и сравниваете это с терроризмом, это чисто КГБшная тема. Но я вас уверяю, я уже заразил огромное количество чеченцев, и не только чеченцев, правдой и информацией, в каком направлении двигаться. Поэтому я вас уверяю, я уже взрастил сотни, если не тысячи молодых людей, которые понесут это знамя. Понимаете? И этот террор информационный, который вы сравниваете с терроризмом, будет всегда, потому что правда восторжествует. И как сказано в Коране, явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Так что отдыхайте, Деон. Такс. Сами русские должны свою власть нести. Конечно, это было бы самое правильное, потому что если это будут делать чеченцы, то нас сразу представят террористами, и русских объединят против нас. Но дело русские ж посадили Путина, да, себе и нам всем на шею. Вот русские должны этот вопрос решать. Есть русские, которые должны, это готовы решать. Но дело в том, что зная об этом, террористическая банда ФСБ и ГРУ делает следующее. Они берут, создают симулякры, и вот с этими симулякрами нормальных, свободных, независимых русских они мимикрируют, либо подминают под себя, либо просто превращают их в каких-то там маргиналов, точнее, маргинализирует их. И после этого, вот, обратите внимание, Гудковы, Пономарёвы, ну сколько вот всех, кого вы видите, это все люди, связанные с прошлым с властью. Неужели на России нету русского, который не связан с этой властью? Образованный, патриот, любящий свою страну, но не связан, не был в доле там, по дележу бюджета, там, не участвовал в военных преступлениях против чеченского народа, как Ходорковский и все остальные там КГБшники и остальные. Вот в чем проблема. И таких русских нужно найти. Да, они есть там. Мало их, но они есть там. Где-то у Сотника на канале они там что-то пишут, где-то здесь есть там голоса подаются. Но они слишком незаметные, потому что у них нет тех средств, денег, и им всячески мешают. Всячески их пытаются как-то дискредитировать, забить, зашугать, там, купить и так далее. Большая работа предстоит русским, если они хотят сохраниться. Так, давайте дальше. Долой Российскую империю. Амин, Ливан, амин. Почему ты уверен в своей правоте? Объясни, почему. Ну, я же только что объясняю, Максим. Если тебе не хватает мозга это понять, я не знаю. Я вас уважаю, мы с вами одинаково думаем.
Да, Водолейка, теперь мы думаем одинаково. Украинцы поняли, о чем мы говорили. К большому сожалению, только сейчас. Но это именно так. Мы все, Джохар Дудаев об этом и говорил. Джохар Дудаев в одном из своих интервью, когда его спрашивают, и он говорит по поводу, что вы скажете, может, чеченцам не сопротивляться, мощь такая на России, 1 миллион народ, никто не помогает в этом мире и так далее, и так далее. Он сказал, драться на смерть, до конца драться. В другом из интервью он говорит, вы знаете, говорит, на Чечне они задержались, говорит, мы пыл остудили, говорит, но не остановили полностью. И после Чечни будет Крым, будет Украина. То есть человек понимает, что мы не выстоим, и все равно он нам предлагает драться. Потому что только в борьбе можно сообща победить империю. Да, вы нас не поняли, украинцы, белорусы, другие, третьи, кто рассчитывал, что их не тронут там или не касалось этого, многие не поняли. Но дело в том, что империей, этой мощной, сильной империей, уже вековой империей, бороться в одиночку нельзя. И мы, чеченцы, сражаясь, Дудаев, который сказал драться на смерть, он дал время вырастить свободному поколению Украины, которые сейчас дают отпор. А кто же дает? 20-летние сражаются, 30-летние пацаны сражаются. 20, 25, 30 лет. Вот, Залужный, вот он мой ровесник, чуть постарше меня, но при всем при этом, вот его время, 30 лет последних, сформировалось в свободной Украине. Его как личность формировался Залужный, Сырский, другие ребята. Они из родились в Советском Союзе, но они формировались в свободном государстве и ощущали себя. И теперь забрать эту свободу у них труднее, чем если бы мы бы не сопротивлялись бы. Джохар сказал бы, ну ладно, мы не справляемся, сохранил бы свою жизнь, сказал бы, ну ладно, все, будем частью России, потеряли бы выбор народа, свободная воля изъявления чеченского народа. Мы все это потеряли бы, но Дудаев сохранил бы свою жизнь, чеченцы остались бы частью России, и Украина бы потихонечку присоединилась бы, потому что сразу же бы началась война против Украины. Против Грузии началась бы, против Украины началась. Мы на 20 лет задержали вот этого монстра. Вы не представляете, каких усилий это стоило нашему народу, каких усилиях нам сейчас стоит находиться. Мы находимся в колоссальном просто, я не знаю, в таком прессе мы находимся. Чеченцы не верят никому, весь мир предал, все отвернулись. Причем Россия это так изуитски это все сделала, так вывернула наизнанку это все, в самое лучшее достоинство чеченцев превратили в самую худшую черту. Самое благородное использовалось против чеченцев. Можете себе представить, как это делать? То же самое будет в отношении Украины, если вы проиграете. Те украинцы, которые посчитают, что можно продастся, перейти на сторону русских, кто сейчас сражается, а им эти нужны, кто сражается. Потому что когда уходит один, второй, третий на ту сторону, это наносит колоссальный удар по тем, кто остается тут. И тут еще бабки этому, там, почет, там, 3/10. Сейчас, правда, это немножко отложили в долгий ящик, потому что не получается у России, как хотелось. Но все чеченцы, которые перешли в силу разных обстоятельств на сторону русских, а были раньше на нашей стороне, они уничтожены все. Ни один человек из них не выжил. Да, свою агентуру, которая была среди нас, они не тронули, она легализовалась и сейчас на российской стороне. А те, кто реально был на нашей стороне и перешел на сторону, они все уничтожены. И я также хочу украинцам сказать, вы даже не представляете, вы сейчас говорите, сейчас там тяжело, да, тяжело, но тут вы видите враг впереди, и вы тут стоите со своими братьями плечом к плечу. Попробуйте проиграть эту войну, и вы поймете, что вы будете мечтать о сегодняшнем дне, украинцы. Вы будете завидовать тем, кто погиб в этих боях сегодня, когда вы вернете, мы находимся в этом состоянии. Понимаете? Это невероятно просто. Это самая настоящая бесовщина. Бесовщина самая настоящая.
Это гибня фашистская. Так, друзья, давайте еще ваш комментарий почитаем. Чеченцы, братья, Россия, немощь. Смотрю, как горит у русских за правду, что прям что-то с чем-то. Да, совершенно верно. Вот на нашем канале здесь они просто сходят с ума. Сходят с ума за правду. Не любят они правду, как, знаете, как солнечный свет на вампиров на них влияет. Так. Ну и вообще, дайте хоть нормальным людям комментарий написать. Ну перестаньте вы тут это все строчить. Я все равно это не прочитаю. Ну, давайте почитаем тут. Живе Беларусь, Алла Казахстан, слава Украине, слава свободной Ичкерии, слава полку Азов. Андрей Шишкин, героям слава, героям слава. Лила Баркал. Чечня и народ самый добрый. Спасибо, что вы с нами, братья украинцы. Не слушайте продажных русских террористов. Правильно я прочитал твой комментарий? Так, давайте здесь посмотрим. Дигду далбу хастам. Тигауду. Смотри, вот тут тоже вы смотрите. Здесь 1000 человек, здесь полсотни человек. И все. Вот вы нормально трудитесь. Ну вы чуть-чуть думайте, да. Хотя вам платят, наверное. Так, давайте мы сейчас посмотрим, как у нас тут обстоят дела. Так у нас дела обстоят. Ясно. Да, теперь, смотрите, я обратил внимание, теперь все говорят, раньше бы они писали чурка, черномазый, там свои всякие оскорбления, а теперь говорят, чеченцы красавчики, а вот ты предатель, они говорят. Потому что сейчас чеченцы им нужны, чтобы их использовать, чтобы их на мясо посылать, чтобы там воевали и так далее, и так далее. А до этого мы почему-то всегда были фашистами, черными чурками, мурками, террористами, исламистами и так далее. Что случилось? Что с вами, русские, случилось? Русские имперцы, Что такое, Почему такие вы стали? У вас какие-то проблемы? Вам нужно чеченские, чтобы чеченцы воевали за вас? Эх, какие же вы.
Русские всегда говорят о братском народе, когда им помощь нужна. Как что бегут на Кавказ, просят помощи. И в Среднюю Азию. Лицемеры, нацисты эти русские. Говорит, следующий МБ. Да, совершенно верно. Обратите внимание, как они сдают квартиры, как они помогают, берут на работу. Мы же все это знаем. Бытовой фашизм, он начинается от самого верха, от государственного фашизма, и заканчивается бытовым просто фашизмом. И везде и всюду так, понимаете? Везде и всюду, понимаете? Так. Когда это все закончится, они будут называть чурками, хачами, как обычно бедных таджиков гнобят. Да, совершенно верно. А помните, нападение вот на Крокус-Сити Холл? Помните? И я тогда говорил, что они будут мобилизовать людей. Они тогда на войну после вот этого теракта, за которым стоят без сомнения российские спецслужбы. И затем, когда я до этого говорил, уже было очевидно, что им нужно мясо из гастарбайтеров, из мигрантов собрать. И они сказали: "Вот всех мигрантов выселяем", там третье, десятое. А на самом деле под видом выселения, депортации они их мобилизовали. Кому-то там обещали паспорт, кому-то говорили: "Ты будешь на 2-й, на третьей линии, ты там в боевых действиях участвовать не будешь, там где-то там окопы рыть, там что-то строить, блиндажи, там помогать его, готовить еду" и так далее. А по факту, как во Второй мировой войне, все народы во Второй мировой войне понесли колоссальнейшие потери, потому что русское руководство вот этой армии во главе с Жуковым было абсолютно бездарным и абсолютно аморальным. Но русские, непосредственно русские, имели через 4 года войны колоссальные потери, имели небольшой прирост населения. Самые большие потери без прироста, где вообще мужчин не осталось, это были республики Советского Союза Средней Азии. Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркмения, вот эти страны. Их бросали вообще массово уничтожать. Вот сейчас то же самое делается. Создаются специальные какие-то группы, вот русская община есть, вот эти террористы ФСБшные, которые провоцируют людей, потом говорят: "О, смотрите, и давай вот всех, мы вас депортируем, потом мы тебе паспорт дадим российский, ну там заработаешь, хорошая зарплата". Человек, много людей неграмотных, много людей не понимают, верят. Да, люди имеют особенность верить и говорят, когда ты не будешь в боях участвовать, там специальные штурмовики участвуют, а ты просто будешь там блиндажи, окопы копать, там где-то подвозить еду, увозить, ну, короче, такой едой, в войне участвовать не будешь. Сразу же в самое пекло. Все, отступаешь, расстреливают. Тебе делать нечего. Идешь вперед, тебя там украинцы расстреливают. Вот как они делают. И об этом вот прямо Бастрыкин сказал. У меня есть видео на YouTube-канале, здесь можете посмотреть, где Бастрыкин говорит, что мы 10 тысяч отправили. 30 тысяч всего там поймали, 10 тысяч отправили на фронт и так далее. Я уверен, эта цифра. Это он говорит не потому, что ему нужно было подтвердить, что я говорил, а они это скрывали. Они не говорили, что мы будем их мобилизовать и так далее. Они говорили, мы их будем депортировать, там на Крокус-Сити напали и так далее, и так далее. А, конечно, это был их теракт. Без сомнения, русских спецслужб теракт это был. Ну, Бастрыкин это сказал для того, чтобы показать всем, смотрите, что мы с ними сделали, с этими чушки-мурки, там, третьими, десятыми. Вот что мы с ними сделали.
Понимаете, это он русским дал понять, русским фашистам дал понять, смотрите, да, наши русские парни там гибнут, потому что первые же русские парни поехали. В основном за бабки, грабить, там думали, все сейчас разбегутся, они тут этой армадой зайдут, все украинцы упадут ниц, там все разбегутся, они будут все грабить, хозяева жизни будут, банки грабить, унитазы выносить, там, кто помладше по званию унитазы, кто постарше, там, видеомагнитофоны и так далее. А получилось, увы и ах, увы и ах. Все вот эта быдло-компания, которая первая пошла, она полегла. Потом те луганчане, дончане, которые были там, донбасчане, они тоже полегли, потому что их вообще всех зачистили, кого только возможно было. Вы же тут боролись за независимость там от Украины туда-сюда. Представьте, какой обман, русских обманули. Не говоря уже про там чеченцев, таджиков, всех остальных. Обманули, обманули русских. Им сказали, мы вам дадим, вы будете жить прекрасно, давайте, присоединяйтесь против своей страны, Украины, поднимайтесь. Давайте вот на митинг выйдите, где-то комментарий напишите. Взбаламутили народ, а потом их в расход всех. А что, мы будем с Москвы приезжать за вас гибнуть? Нет, давайте вы. А все это нужно Кремлю и Лубянке. Представьте, какая несправедливость, вопиющая несправедливость. Ваша власть, ваша КГБ русские является главным врагом русского народа. Не только русского, конечно же, нас всех, но вашим главным врагом не чеченцы являются, не грузины, ни украинцы, ни евреи, которых вы сейчас начали репрессировать, и вы продолжите вот эту свою фашистскую вот эту политику антисемитизма. Без сомнения. Вашим главным врагом являются ваши русские спецслужбы, КГБ и ГРУ. В первую очередь вот это КГБ, ФСБ. Понимаете? Вот она правда. Вот настоящий враг. У нас у чеченцев есть пословица: мужчина, хунах это как рыцарь переводится. Рыцарь не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Понимаете? Вы должны понять, кто ваш враг. Честно, объективно, отбросьте вот этот ваш фашизм, который у вас в голове. Если это говорит чеченец, то он враг, его нельзя слушать, что там есть украинец, там и другое, третье, десятое. Уберите это в сторону. Просто задайте себе вопрос, за что? За что вас столько уничтожают? За что вы нищенствуете? За что сейчас ваша страна выбрасывается на обочину жизни? Вас выпиливают из европейской и западной цивилизации полностью. Культура, язык, все будет заменяться украинским. И слава богу, я надеюсь, украинцы будут себя вести намного лучше, чем вы в этом плане. Поэтому ваше КГБ, чтобы сейчас себя сохранить, бросит всех в огонь. До единого. Сейчас 1200 каждый день гибнет в среднем убитых, раненых. Так вот, она будет, вот все ваши 90 миллионов, а вас больше нет, все ваши 90 миллионов она бросит в огонь для того, чтобы один день просуществовать. Если она уверена, что один день просуществует, все 90 вас миллионов бросят в огонь. Без сомнения. Так, давайте комментарии. Да, брат, 1000%. Да, юзер, самое главное, нужно задуматься над этим. А для этого нужно мужество. Литвиненко, ФСБшник, бывший ФСБшник, говорил, его коллеги, его товарищи, с кем он там воевал, в Чечне он воевал, тоже против нас и так далее. И он говорил, что смелые парни с ним, которые служат, и которые готовы там на пули идти, там что-то, какие-то вещи отважные делать, когда касается власти, становятся какие-то трусливыми, какими-то там, я не знаю, такими никем становятся. Говорит. Вот у вас какая-то, у русских, какая-то, я не знаю, трепетная, как к Богу вы относитесь в этой власти.
вы так ее боитесь, я не знаю, так вас сломала эта власть на протяжении этих веков, что вы никто без этой власти. Вы не смеете, ваша власть может делать все, что угодно. И вы ей все прощаете, вы ей находите оправдание. Ну, максимум, что вы можете выйти с папироской, там, выпить 100 грамм и сесть поплакаться там на лавочке во дворе, сказать, как же моего сына убили, там, мне ноги оторвало, а за что? Ну, что поделаешь? Ну, вот они там сидят наверху, они лучше знают. Вы так и говорите про свою власть. Понимаете, как к Богу вы к ним относитесь. Это ваша большая проблема, которая приведет вас к большому горю, которое уже привела вас к большому горю и приведет к еще большему горю. На этом я свой стрим заканчиваю. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Оль. Всего хорошего, друзья. Завтра будет стрим с Аядом Идиговым на чеченском языке, сопредседателем правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственной легитимной власти чеченского народа. Адикюэль Маш Оль, друзья. Всего хорошего. До свидания.